Леонардо да Винчи – величайший живописец, скульптор и архитектор эпохи Возрождения, итальянский художник, ученый, музыкант и писатель. О нем часто говорят – человек, который хотел знать все, так как он был всесторонне образован и развит. Все, что касается гения Леонардо да Винчи, не дает покоя ни его почитателям, ни профессиональным специалистам. Многочисленные рисунки да Винчи свидетельствуют о том, насколько его привлекала тема молодой матери с ребенком. Он изображал женщин с лицами то серьезными, то улыбающимися, в позах, выражающих нежность, со взглядом, полным трепетного чувства и тихой умиротворенности, о прелестных младенцев, занятых игрой и прочими ребяческими забавами. Но кем была его мать? Кроме имени Катерина, о ней ничего не известно. Историки разных стран пытались раскрыть тайну личности матери великого Леонардо. Одни считали, что она была рабыней из Африки, другие уверяют, что из Китая. Основываясь на анализе ряда фактов и свидетельств, абхазский ученый Вячеслав Чирикба в 2018 году выдвинул гипотезу о том, что мать художника могла быть абхазской или черкесской рабыней, привезенной в Италию с Черноморского побережья Кавказа. Генуэзские колонии, венецианские колонии были, и был очень большой экспорт белых рабов из территории Кавказа и Крыма в Италию и в другие страны, в Италию, в Испанию и другие страны. Но насчет рабов, что это не то, что мы считаем под рабами бесправных людей, которые там эксплуатировали. Нет, это были практически прислуга домашняя. Спусковым крючком для Вячеслава Чирикба стало то, что он прочитал в одной книге о Катерине Абхазке, которая жила во Флоренции и была домашней рабыней и служила в доме у нотариуса. А как известно, отец Леонардо да Винчи был нотариусом. Катерина Абхазка появилась в доме за 3 года до рождения Леонардо. Этот факт и стал зерном данной гипотезы. Историческое эссе, в котором одна из самых многообещающих версий имеет большие шансы быть обоснованной, говорит Вячеслав Чирикба. В конце декабря 2022 года данная гипотеза Чирикба была опубликована в крупном международном журнале. Редактор этого журнала Алессандро Фойро, Алессио Джордано, обратился ко мне, чтобы он считает, что моя гипотеза очень интересна, что она заслуживает того, чтобы ее обсуждали, и поэтому предложил опубликовать краткое содержание ее в этом журнале. Они перевели этот журнал на языке эсперанто, на самом деле. То есть международный журнал публикуется в Швейцарии. Но, естественно, что это не самый доступный язык для публики всей. Поэтому я планирую издать либо статью, либо перевод книги на английском языке, либо на итальянском языке перевод сделать. И поэтому, в общем-то, это журнал международный, здесь читают во всем мире, поэтому, мне кажется, тоже для продвижения этой гипотезы, тоже, мне кажется, неплохая возможность представить эту гипотезу на эсперанто, причем в 2 номерах будет, это только начало, то есть в 2 номерах будет часть моей статьи. Книга Вячеслава Чирикба «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи» еще 5 лет назад вызвала резонанс в научном обществе. Были напечатаны статьи и публикации, опровергающие гипотезу Чирикба, в частности, со стороны Грузии, где они писали о том, что Чирикба опоздал, так как армянские ученые и художники уже убедительно доказали, что Леонардо да Винчи принадлежал к их нации. Однако положительных отзывов больше, особенно со стороны итальянских коллег. Появилась теория 2 авторов, британского профессора Кембриджа Мартина Кемпа и его итальянского коллеги, о том, что они якобы нашли в документах, в итальянских архивах, в флорентийских архивах упоминание о некой девушке, 15-летней, которая могла быть матерью Леонардо да Винчи. К сожалению, я изучил все их материалы. И, кстати, даже вошло, в Википедию вошло, что якобы уже чуть ли не открыли идентичность этой женщины, Катерины, загадочной, которая была матерью Леонардо да Винчи. Все-таки абсолютно как его недоказуемая теория, потому что имеются архивные данные, имеются нотариальные записи о возрасте матери Леонардо,
И он совершенно не совпадает с тем вот возрастом, который упоминается об этой девушке. И в абхазском обществе мнения разделились. Одни с радостью приняли гипотезу Чирикба, другие задались вопросом, а где, собственно, сенсация? В том, что, возможно, мать да Винчи – абхазская рабыня? Если это был факт, то что теперь делать? У дедушкой Пушкина был маленький раб, куплен на рынке генералом Петровским, куплен на рынке в Стамбуле для потехи царского двора, а потом его внук стал гениальным русским поэтом. Что это факт истории, что теперь делать? Здесь нет никакой ни гордости, ни сожаления, это то, что было, и вот мы об этом пишем. Леонардо да Винчи – один из величайших умов всех времен и народов. После его невероятно богатой открытиями, исследованиями и творчеством жизни в наследство человечеству осталось великое множество рукописей, чертежей, рисунков, картин и загадок. Ученым еще предстоит найти ответы на множество вопросов, связанных с личностью да Винчи, в том числе и на вопрос, кем же была его мать. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.